Брат Изнаур задонатил. Изнаур дал сайвел адонатта дал духуахуэл. Башни могли начать строить уже когда начались войны с участием набегов с V века. Бейбулат Таймиев, про Бейбулата Таймиева никто не может ничего сказать. Про Тапу Чермоева, в принципе, тоже. Это бизнесмен, это человек, который был в той эпохе. Вот. Думаю, что это понятно малохатимальски образованному человеку. Это мы знаем. Да, я читал. Говорят, вроде бы должен быть сбор. Варстваймах, там закладка. Но меня пока никто не приглашал. Я читал, что будет сбор варствоевцев. По крайней мере, нарнийские СМИ об этом вещают, распространяют. Говорят о санкциях, которые нужно принять, якобы, чтобы не поехали. Вот. И Изнаур задонатил: Аббас сонохчо убил твой тайпану. Вот такой вот донат поступил от Изнаура. Аббас сонохчо убил твой тайпану. Написано вот так вот. Алейкум салам. Как Байсангура Биноевского пленили, знаешь? Знаю, написано уже миллион раз об этом. У меня написано более подробно, есть, как его пленили, как взяли мать и двоих его сыновей. Заставили по реке Яссе, заставили под угрозой жизни кричать и звать на помощь мать Байсангура Биноевского. После чего Байсангур, не сдержавшись, поскакал чтобы отвоевать свою мать, и подпиленные деревья обрушили на Байсангуру, ранив лошадь. И так Байсангур попал в плен. Это все недалеко от Биной-Ведино. Не Биной-Ведино, а Бейнаду. Недалеко от его пещеры, где он находился. А мать и двое сыновей были захвачены вместе, когда его брат, предпоследний, Эльжа его звали, Биноевский, был обезглавлен, убит после сопротивления. И двое сыновей и мать Байсангура были захвачены. Вот такая вот ситуация. Ну, можно сказать так. Каждая система, когда менялась, это все чушь собачья. Про ножные, про то, что там теперь уже невеста, то это была его родная сестра, теперь уже невеста, это все чушь собачья. Галант Шульц, или как там правильно теперь, Де Шульц, это все чушь собачья. Это все неправда. Выдумки, не больше.
Вот. А так, конечно, говорить, писать можно, дабы обвинить только... А я про свое, а здесь снизу, как всегда, тема своя. Он хуймак, а мичвона. Официально у него фотографии быть не может. Это все, как говорится. Он хуймак, мичвона тишь. Сülmaoğullar çaçığı proş, efiri velçi. Да, правда. Ну и не только это, не только для обезглавливания, но также для того, чтобы объявляли, что до смерти уже не отступят. Başlam, assalamu alaikum. Валейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуh. Başlam, baka nouqa unso. Baka jim'in Ага. chuir unso. وتواخلا في الريوش ده الموضوع. Да, дикдо, ваша, отвлекается, он нового, вала, да, не спойл. Давай, жду. В каком веке начали? В первом тысячелетии начали осваивать междуречье Терека и Сулака, когда там еще никого не было. В первом тысячелетии. Ну, по крайней мере, уже с тех пор в основном, как Акисы, Акоки описывают их, считается, что это является как раз-таки представителя. Валейкум салам, Нохчу Германия. На Европе Нохчу Безлой подтягивается дящему. Да. Да. Именно. Уральский. Именно. Что обычно считалось оставлять бороду и брить голову. Это считалось как своеобразным смертником. Первый век Зогу Акки. Валейкум салам. Грозный, валейкум салам. А я сталкивался вот с материалом, что с первого века междуречья Терека и Сулака уже проживали Акки, Аухой Акки. Вот.
Поэтому, может быть, у кого-то есть другая информация, но это то, что я знаком, с каким материалом я был знаком. Барзилой Чеберло. Ассаламу алейкум, брат Нахчи. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Да, первый век, Лянов, первый век. Албания имеет что-то с Кавказом. Какая Албания? Кавказская Албания имеет, а та Албания не имеет ничего общего. Не имеет. Кавказская Албания имеет, а та нет. Собор делаешь сам минута. Сайстекадош ауш. Так, башлам жоклу лаху язинирас. Уязинит ешамуша. Твое сообщение не дошло. Тебе надо перенаписать Юясая. Ага. Уэйн Аббас Сакочу Анаха Альчултя. Больше твоего сообщения я не получал. Так что не дошло твое сообщение, переотправь. Неправильно будет сказать, ногчи начали осваивать, чем эхкой. Нет, неправильно будет. Имеется в виду, если мы говорим упоминание, именно переселение, как части чеченского народа, мы должны это указывать именно. Сундер был, что эхкей, аухуай, разницы по мне, это и те ногчи будешь. Албания имеет что-то, что такое Кавказская Албания? Кавказская Албания это государство, которое было как раз таки между современным Азербайджаном, Дагестаном, частью Ирана, Армения, вот на этом пятачке, где находился Дербент и так далее. Мне говорили, что головы бреют для того, чтобы противник, когда убивал, ему не за что было. Но это то же самое, разницы нет, это то же самое. Народ один, общество есть. Башлам. Асхабш, Дейлрез, Хилцан, Болчхена, Эхкаш, Динте и Ахцабул, Бахду и Бахду. Первое принятие ислама произошло не эхки, а ауховцы, правильно будет. Брать самое древнее название чеченцев и ингушей. Это Нахчи же, да. Самое древнее название Нахчи. Свобода тоже слышал такое. Эхки неправильное название. Эхки нету такого названия, как народа. Есть аухуай. Географическое расположение места. Вот. А что касается Албании, если ты имеешь в виду европейской Албании, то оно ничего не имеет общего вообще. Аухуай, ауховцы первые, кто принял ислам, потому что ислам заходил у нас с востока, из запада, и первый, кто принял, это был ислам. Ну, само собой, в Дагестане первые приняли лезгины ислам. Потом он в течение 800 лет распространялся полностью. Дагестан через 800 лет принял ислам. То есть Чечня тоже принимала не меньше, где-то в течение 700 лет. Дженчур. Нету отдельного названия, как народа Эхкой. Нету. Ты меня слышишь хоть, о чем я говорю? Нет, неправда, что они ушли и осели на Балканах. Это все неправда. Дженчур, если ты не понимаешь, объясню тебе. Народа Эхкой нету.
Есть тукум ахкай. Тухумвар, правильно будет сказать. Чеченцы сбривали головы и носили короткие бороды. Так называлась чеченская бородка, чтобы врагу было удобно брать за волосы и глумиться, как было принято в старину. Из Ингушетии Орсва говорят, что они отдельно от ингушей недовольны им. Это их, как говорится, личная проблема. Я говорю, что если вы говорите междуречие Терека и Сулака, неправильно говорить только отдельно Аккой. Это неверно. Конечно, есть. Это Дженчур не об этом же. Я же сказал, народа, не общество. Ты говоришь об обществе. Это часть ногчи народа. Абсолютно верно. Аккой – это часть ногчи народа. Не обсуждается. Верно, Бармаляй, 3/4. Абсолютно верно. Войнах это не народ. Войнах это просто обобщающий термин, который войнах, нейхнах, арарнах, луларнах, гергернах, ни больше, ни меньше. Дикнах, вонах, дирекчурнах. Да, и черхо, да. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Ло амаро. Нет, ло амаро. В PayPal мне ничего не приходило, если ты про это говоришь. Если бы ты отправлял, дошло бы. Но в PayPal мне обычно, когда донатят, приходит с Европы. Но в PayPal ничего нету. Что я понимаю, что ты сильно переживаешь. Так, у нас заканчивается первый час. Эфир заканчивается. Сейчас час закончился. Надо перезагрузить. Так что, кому интересно, сейчас, я надеюсь, к нам в эфир придет еще. Сделаем совместный эфир. Оставайтесь, я перезагружу. И будем дальше отвечать на вопросы, если у вас, конечно, они есть. Кому интересно, оставайтесь. Вот еще после каждого часа нужно перезагружать, поэтому прошу на меня не обижаться, это не специально. Таковы правила Инстаграм. Вот. Сейчас перезагрузим и зайдем. Я с вами не прощаюсь.
Так, сейчас подождем, пока остальные подтянутся. Ой. Так. Как говорится. Даже если знаю, не сильно хочу их обсуждать. Даже если знаю, честно скажу тебе, нету желания их обсуждать. И дела до них, честно сказать, нету. Мне, честно, не сильно это нравится. Зачем Уэйн Дзаго? Нам лучше свои обсуждать. Алейкум салам, Саид Нахчо. Алейкум салам. Эла бац, сосюлюш сане бал бац. Только свой народ, только свой. Что мне для них нужно? Так. Что, сейчас потихоньку подтянется. Вытолсо по... Алейкум салам. Ночи, только ночью. Я, честно сказать, тебе знаю достаточно про них, и я не сильно поддерживаю. Хотя много защитников у них есть, но я все-таки больше по нашей теме, Суна, Уэйни Шиби. Меня не интересуют остальные. Мне чисто своя тема. Как говорится в пословице, своя рубашка ближе к телу. Поэтому для меня важнее Нохчий народ, Нохчая история. Над ней нужно очень-очень долго работать. Адам Висай. Приблизительно до 3 миллионов. Есть такая версия. 2-2,5, я бы сказал точно, но до 3, возможно, дотянут. Возможно. Снова же. Шум бады, где ислам. Мне это... Когда ты смотришь чужую какие-то исторические персонажи, если касается нас непосредственно, с нашей историей соприкасается, алейкум салам, альхамдулилlah, соусбек, нормально, живой, здоровый. Если соприкасается с нашей историей, то мне интересно. Вот. Амин, 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 зоргу ахкай, амин, эдуэ. Дере дудал, амин, эдуэ. На самом деле, заходишь ты в 8 часов, заходишь ты в 9 часов, разницы нету. В Китае ногчи не живут, это полная чушь. Башлам Цахатар Дуса, сколько было ногчи в 18 веке? В 17 веке. Башлам, какие планы на лето? Ездить в горы, делать репортажи, заниматься историей. И если получится, постараемся баллотироваться.
в депутаты, если получится, так сказать. Что касается количества. Количество это, конечно же, тут разные цифры, но я думаю, что именно в 18 веке, еще до начала, приблизительно было до 500 000 человек. Хотя многие говорят больше 1,5 миллиона. Зогу Ахки, возьми меня с собой в горы. Зогу Ахки, с радостью возьму, но для этого я пока собираю понемногу. Да на чем оушахту, а как наберется, можешь приехать вместе. Да, попытаюсь, может быть, посмотрим. Вот. Да. Честно сказать, то, что у тебя есть зогу, это одно дело. Я именно хочу собрать самому, чтобы я собрал и было нормально. Бармаляй, ты знаешь, у меня есть видео об Адиева, поэтому мне не нужно. Это не у нас. У нас есть зогу. Я понемножку соберу. سبع شمدات صندوق إنجوشاتير بسداخر نقش شاش نقش دو حوش بوتها قيل داخش سامدات и не то, что они эхкэш ол цац большар, так что но сейчас еще это еще преждевременно, поэтому рано еще говорить об этом. Посмотрим другое. Саид Нохчи, он хочет быть спонсором. Не, спонсором быть не надо. Спонсорство мне не надо. В том плане, что цангарца аях не. Я понемногу соберу сам и поедем домой. А так, летом будем заниматься историей. Я хотел поехать в этом году в Панкиси, но не знаю, получится или нет. Посмотрим. Сейчас немножко ситуация с этими коронавирусом и так далее немножко не та. С выездами проблема. Поэтому надо заниматься деятельностью здесь как можно максимально подключать всех. Нужно, попросили бы с Ютуба, чтобы они будут за тебя. ДРС хил, братан. Если ты хочешь меня проверить, сколько тебе сегодня задонатили 400 рублей. Если ты так переживаешь очень сильно, если ты думаешь, что я скрываю что-то, 400 рублей. Парахтелина. Надеюсь, ты не будешь переживать за эту сумму. Нет, здесь нету перехода, не через Чечню, конечно, нужно ехать через Осетию, все. Поэтому ситуацию. Я понимаю, ты сильно переживаешь, что... переживать, да, хасун, чего переживать, да, сун, но у тебя есть вопросы, лучше вопросы задавай. Сундай, что 50-100 рублей, ты меня уже достал. И еще пару таких вопросов, я тебя заблокирую. والله تصون ساعة خشى لو قدق ألشي عطير وريت يشعر. Эти вопросы твои меня уже, честно, немножко вымораживают. Сколько قدق والله تاسون чё переживать я что тебе 400 тысяч что сон деза эти скрин дагой он якын прямо с моих карточек. Аллах билат, он что переживать, я сказал, что я буду выезжать в горы, сразу тема поднялась походу. Я буду выезжать в горы, Шаройский район я еще полностью не обследовал, Галанчош буду обследовать.
В Аух поеду, иншаллах. Там мне есть тоже с ребятами, с братьями нужно поработать. Я не знаю, Вазири, почему вы его не видите. Дженчур, здесь есть 3 человека, которых не видно. Я не знаю, почему. Я попросил, или он что сделал, солнца, точку и тире поставь снизу, чтобы тебя другие видели, а то как-то странно. Аллах била, сюг хаежа цаежа совех швацер хайна хай, сакочер вала, со простой адамдар, эльче, цельче, любой чун хавен хаусиш, любой чун. И карта гайта, кидек да гайта. Ладно, оставим. Я его предупредил. То он спрашивает, что там через PayPal и айтни. Специально проверять со солнца. Мне что, развесить кассир мне нужен, не знаю. Через PayPal обычно присылают тот, кто с Европы. И то они присылают не такие. 100-200 евро ждают. Их ждать. Там 5 евро кто-то пришлет. 3-4 по-разному. Башлам, как ты относишься к Вяппе? К Вяппе хорошо отношусь, к Джейрхуай. И Джейрхуай великолепно отношусь. Джейрхуай, Вяппе, хорошие братья. Это Абадиев, походу, Бармаля. Не знаю, кто это, Абадиев или кто. Ватсок, Чох. 107. И надо ему, отправьте его к Бузуртану. Надо к Бузуртану пойти ему. А почему Карабулаки, в отличие от Ингуш, соблюдает, я сделал. Почему Карабулаки, ну, не знаю. Ближе к нам, может быть, поэтому ЦАС он. Я не могу сказать. Почему... Можно наведаться к тебе в гости не ради проверки, а так познакомиться. В любое время суток. Сочуавошена, Хавайшо шухон. Хайла, проверки, хайла. Любой. Что случилось в Адлере? Нет, не слышал. Когда приходит кто-то с Европы отправляет, прямо на экране сверху выходит, что вам задонатили через PayPal, Оля. Хайо. Не было такого вообще. Карабулак, он хвай. Карабулаки, мне, честно сказать, не очень красиво звучит. Уарствай арч, не схердушон. Войши абсолютно зогу ахкай. Та проблемят. Хавале проблемят. Я тебе запрос отправил, зогу ахкай. Аухо. Ва алейкум салам. А что ты думаешь, Карабулаки, это не воровство, что ли? На нашей территории это чисто легче. За пределами я не знаю. Зря. Почему с Европы говорят? Почему-то в Европе воровство говорят, что они чеченцы. Потому что это правда, они не врут. Биноевский, ДРС Хил, за добрые слова. Айлерна, ДРС Хил. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Так.
Так, то ты говоришь, так, собор делаешь. И потому что они ногчи, то есть ингуши живут, так, Вольф, ты говоришь, Джейрхуай, Хири, Хаворхит. Вежри, Аусеш, Джейрхуай, Хири, Бац, Яцхахила, Бац, и Хумшмадит, Саюштол, Хумшмадит, Тоуштол, что Илкадо, что Хумшмадит, Джейрхуай, Хири, Бац, Джейрхуай, Шашмуш, Боху, Аллайбу Бошвала, Аллайбу Штах. А детей Саюштол, помешься, вы можете говорить про историю. Меня не интересует история других тайпов и обществ других народов. Я тоже не понял его текст. История показала, что... Не понял. Шазам Касперсон. Название. Дисурхуа. Уже индуш, походу. Да, об этом мы уже говорили. По крайней мере, некоторые пишут так. Добрались до фольклора. Вопросом. Вот я вас смотрю, читаю. Вопросов ко мне пока нету, я просто вас читаю. Башлан, Тамерлан тоже преувеличен. Нет, Тамерлан не преувеличенная личность. Тамерлан, но Кавказик дайтен. Да, я вообще не понял здесь, здесь такие разборки между собой. Башлан, расскажи про выездки в горы. Интересная тема. Что именно рассказать конкретно? Должны быть вопросы. Моя цель. История моего народа, единство моего народа, география моего народа. Это вот главная цель. Давно не хотел историю послушать. История, конечно же, у нас интересная, очень богатая. К сожалению, для изучения истории нужно бы полностью отдаться изучению истории нашей. Но у нас есть проблемы, очень сильные проблемы есть, в том числе, я знаю, Аравной тейп есть такой тейп, относится к нам, к Нохчи. Есть большие проблемы по Уховскому району, они до сих пор не могут закон реабилитации водворить в жизнь, не могут получить обратно свои дома. Само собой, ни дома, ни мечеть, ничего. Даже если кто-то
и выкупает, то это очень маленькое количество. Это реальная проблема. До тех пор, пока есть вот такие маленькие проблемы, изучать полностью какие-то исторические процессы нашей истории очень сложно, если мы берем с Востока. Что касается западной части, но западная часть истории, граница вот сегодня разделенная, мы, как говорится, у нас проблем там нету. До 2018 года, до того, как вернули украденные земли, вообще не было никаких проблем. Оказывается, они были, но они были завуалированы, и никто не знал, что они есть. Потому что после 2018 года все всплыло, нарницы начали говорить. Само собой, долгое время никто не отвечал, и потом гражданское общество проснулось и начали отвечать. Многим сейчас это не нравится, но это не прекратится до тех пор, пока будут говорить с той стороны, и с этой стороны, само собой, в десятикратном размере будут отвечать. И тут речь даже не о руководстве или кто-то просит. Нет, люди сами активно начали эту тему рассматривать, и многие скелеты из шкафов всплыли. Поэтому изучать историю, конечно, нужно. Важно. Я бы сказал даже более интересная древняя история нашего народа, изучать ее нужно было бы с этого. Вот. Но про это очень много косвенных сообщений исторических как-то, но реальных доказательств это очень сложно. Это нужно работать, и, насколько я знаю, над этим работает только Асан Бакаев в данное время, Хизриев Хаджи Ахмедович работает, но его уже. Вот есть единицы, которые по древней истории нашего народа работают. Башлам, про имама Шамиля что знаешь? Что знаю про имама Шамиля? Что думаешь о его сдаче? Неважно, сдался. Ну, что я могу сказать? Историческая личность. Что касается участия его и привлечения его в Кавказской войне, непосредственно, когда он стал уже имамом Чечни и Дагестана. Знаю в основном, в основе своей все касаемо нашей территории, как было. А что касается там, я не могу ни его осуждать, потому что наши предки, многие предки многих чеченцев воевали вместе с ним и отдавали свои жизни. И сегодня осуждать, правильно ли осуждать его? Думаю, нет, мы не были в их шкурах, мы не были. Но действия его, которые привели через 20 лет к таким вариациям, они, конечно же, не лучшим образом. Башлам, ты мой, машаллах, ты за восстановление нашего народа. ДРСХЛ, я надеюсь на это. Эшбатова генерального похода ингушей, да, уже приписали. Так. Марш Магармирот ешь. Отправил запрос. Ва алейкум салам. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Башла. Вопрос, да, что? Удой. Смотри, ингушские группы, генерические, короче, сравнивать я, что, короче, и земли, да, Хадерду. И они сравнивают это с ситуацией Аляской. Да, сказку, да, я читал, мне скидывали, да. И земли, объясни, да еще раз, да, объяснение, каким образом их мы передали ингушам? Мы их не передали ингушам. А как это получилось? Хорошо, я объясню тебе, как это было. В 2008 году, точнее, еще когда шла еще Чечне, контртеррористическая операция не прекратилась. Мы знаем, что она произошла в 2009, в апреле месяце только. В 2008 году было направлено, еще когда был председателем правительства Путин, было направлено письмо Министерства сельского лесного хозяйства, если я не ошибаюсь, где было подписано, что якобы Ингушетия хочет расширить свою заповедник Эрзей за счет земель Сунжинского района. Запомни, Сунжинского района. Джейравского и Сунжинского района нужно было взять. В то время он был 5000 квадратных километров, и что 5000 квадратных метров километров было. Так вот,
В то время Чеченская республика была точно так же в Чечне, был Сунжинский район. Вместо того, чтобы взять, то есть был Сунжинский район Республики Ингушетия, был Сунжинский район Чеченской республики. Вместо того, чтобы взять и расширить за счет своих земель, то есть Джайравского района, Сунжинского района Республики Ингушетии, они, ну, если я не ошибаюсь, Гагиев, кажется, был инициатором, точно я сейчас не помню, могу ошибаться. Они взяли земли, пока шли там боевые действия, взяли и кусочек прихватили от Ачхой-Мартановского куска лесничества, то есть, который входил в Сунжинский район Чеченской республики. Взяли и прихватили вот этот кусочек земли. Угу. Понимаешь? Да, да. После этого, само собой, регистрация, то, что произошло в 2009 году, в марте месяце, где-то это они уже зарегистрировали. В апреле месяце мы не имели доступа туда. Дело в том, что проходили контртеррористические операции. И Эцметкшкаха, ни карт, ничего. И людей там, само собой, не допускали сразу. В то время было небезопасно. В любом случае, ищите ситуацию. И многие даже не думали, что произойдет эта ситуация именно таким образом. Потому что последние 200 лет эти земли всегда были за новчим народом и никогда не переходили к ингушам. И передача... Потом в 2009 году, когда это закончилось, поднялась тема, был небольшой резонанс, как раз таки с Евкуром, территориальные вопросы, когда поднялись. По словам самого Евкурова, оказывается, ему принесли документы, он сам там не был, он спросил, это наши земли? Ему сказали, да, наши. Он подписал. И тем самым он, взял эту землю, прихватил. В 2018 году, когда уже по условиям единой кадастровой системы Российской Федерации, или там был принят, что должны границы между субъектами всех субъектов Российской Федерации, неважно, Чечни, Ингушетии, везде должны были установить четкие границы, чтобы внести единый кадастровый реестр или как там уточнить, границы. Когда начали это делать, выяснилось, что каким-то странным образом кусок земли пропал. Само собой встретились, поговорили, доказали документально, что дороги, лес, все это все время советских 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, что во время еще Дудаева там стоял Ичкерийский пост. Все вот это в совокупности предоставили Евкурову. Он понял, что его подставили, грубо говоря. И он там, они вместе, уже посмотрев, надо было установить границу. Оставив, были спорные границы не в верхней части, где сейчас говорится о Сунжинском районе, а Сунжинский район был еще, спорная территория была еще со времен Аушева и Дудаева в 1993 году. Это Чемульгай, Арштей, уже 8 или 7 сел было спорная территория. Это Сунжинский и Малгобекский район. До лучших времен оставили, но после этого Дудаева не стало, уже Аушев не президент, но это, как говорится, подвешенная ситуация была подвешена в этих двух районах, в которые входила часть Карабулака и Латниш. Взамен, чтобы удержать братство, и поскольку уже там большинство населения проживает ингуши, эти земли спорные Сунжинского района, Малгобекский, и 7 или 8 сел, где-то в размере 71 тысяча квадратных метров оставили за Республикой Ингушетия по-братской, а те взамен то, что они украли в 2009 году, незаконно отторгли, вернули обратно и подписали договор. Этим все закончилось. Вот каким образом, за счет того, что был Сунжинский Чечня, Сунжинский Ингушетия, они вместо того, чтобы взять свои земли, они взяли чеченские земли. Арстоевские, да, разницы нету, но они территорию, но чуть-чуть. Вот так это произошло. После этого поднялась паника. Почему поднялась паника? За счет того, что якобы незаконно отторгли. В моем понимании, многие поняли это так. 71 тысяча гектаров
им оставили по-братски, а то, что вернули, это только вот чтобы все было нормально, как бы не было между нами проблем. Они хотели свергнуть своего руководителя под этот лозунг, якобы, они, говорят, вышли на митинг, потому что Евкуров незаконно передал землю. То есть митинг, который произошел в 2018 году, они говорят, что они были за незаконную тайную передачу земель. Однако возникает вопрос, когда точно так же Евкуров вместе с правительством, с этим Гагиев или не знаю кто там, потихоньку эти документы подписывал в 2009 году, ни один человек не сделал митинг, не сказал, мы братские народы, мы зачем берем чужую землю, это их часть, это наша часть, по Фортанге, правая часть, Нохчичу, левая часть, Ингушетия, Элла и Цадеша, произошло то, что произошло. Да, сегодня есть высказывание о том, что якобы митинг был сделан только для того, чтобы непосредственно потому что там не против чеченцев, а против якобы незаконной передачи. Опять же возникает вопрос, кому незаконно передали? Чьи земли передали? Если эти земли чеченские обратно вернули, то это одно дело. Если им не нравится Евкуров, то не нужно было говорить, мы против незаконной передачи, у нас республика маленькая, наши земли отдают. Но если бы это был бы, допустим, тот же примерно пригородный район, Нохчи бы полностью поддержали бы их в этом вопросе. Но тут стал вопрос не пригородного района, который там якобы реально существует еще с 1944 года проблема, а здесь земли, которые никогда не были на их территории. Никогда там, короткий промежуток был, там, кажется, 5 лет. Остальное время их просто-напросто сами же жители этих районов, акинцы и другие этого района, написали заявление, сказали, что они нохчи, и они хотят остаться в чеченском. И в то время их вернули, все. И об этом знают прекрасно. Башлам, тебе не кажется, что вот у них от этих земель, то есть больше там, как тебе сказать, бомбило, чем от пригородного района, мне кажется? Честно сказать, я не хочу сейчас встревать в вопросы касаемо пригородного района. И тебе не рекомендую. Почему? Я тебе скажу честно. Я столкнулся с многими документами. Я до этого не знал, что они есть. Честно скажу тебе о том, что там подписано, что претензий не имеет. И многие другие вещи, понимаешь? Я не хочу влазить в их дела. Я вот свое мнение я сказал. Что касается остального, по нашим землям, наши имеется в виду Нохчичу, Алачи. Да, многие говорят, что эта граница номинально не должно было быть и так далее. Но из-за этого я сразу вспоминаю один вопрос. Во-первых, когда еще был Дудаев и Аушев заключили договор, что они будут межевать земли, которые спорная территория, и не будут строить села вдоль этой границы, спорной территории. Это тот же Сунжинский район, Малгобекский Сунжинский район. Но Дудаева нету, Аушев не президент, а село прямо на границе под названием Бердюрт появилось. То есть даже заключенный договор, грубо говоря, временный, не сдержали. Временный договор. Я считаю, что границы между нами должны быть. И они необходимы. Почему? Чтобы в дальнейшем брат Шинвешню Ахоль Шукет. Территория должна быть территорией. Потому что сегодня, тем более по их разговору, которые ведутся по их разговору, я понимаю, что она должна быть. Знаешь еще почему? Потому что сейчас уже пошла тема Бамут наш, Ачхой Мартан наш, Валерик наш, Ехей наши, Ачхой Мартан наш, Урус Мартан наш и так далее и тому подобное. Если бы этих разговоров бы не было, и все было бы на ноте правды, как говорит, и видишь вот эту статью, которую ты говоришь про Аляску, якобы они завуалированы, там мы хозяева, вы хозяева. Зачем? Если ты пытаешься задеть каким-то образом чеченцев, там они начинают кричать. Я вот считаю, честно скажу, я не говорю, что Шабул Гала Цатер Буцабахас. Но у меня возникает один вопрос. Я говорю про тех, которые поднимают этот хай и вой. Если вы говорите, вы сегодня там есть российская, а Россия с вами, вы вот незаконно. Вопрос. 28 лет вы с Россией.
28 лет с Россией, когда даже Чечня была в пучине войны. За это время вы тоже воспользовались и украли чеченские земли, так что ли? То есть получается, если сегодня Чечня мирная, процветающая, то она с Россией. И Россия в этом вопросе поддержит. Россия вообще заняла третейскую сторону. То есть она сказала, сами между собой разберитесь. Говорить о каких-то мифических, шариатских каких-то, ну, во-первых, чтобы говорить о каких-то шариатских, ну, 70% здесь проживает в Арсклае. Процентов, может быть, 30-40, там, я не знаю, сколько там, или 50 на 50, клетан даже. 50 на 50, если даже проживает, 50% Арсклая оказался в Ингушетии, 50% оказался в Чечне. Правая сторона Фортанги, Нохчичуаду, левая сторона находится там. Поэтому сегодня говорить о землях невыгодно. Невыгодно тем, кто должен понимать. Если вы говорите, что незаконно заключил договор якобы руководство Чечни с Евкуром, весь вопрос становится, тогда чуть назад отмотаем вопрос. Почему, когда отторгались эти земли в 2009 году, в 2008 или 2009 году, не было вопроса, не было митинга, зачем мы это сделали, Боже? Не было этого вопроса. Никто не подумал. То есть, когда у чеченцев оттяпали, это можно. А когда чеченцев вернули, это нельзя. Якобы испугался. И вот Акабах. У Ингушетии, у Чечни связи, не связи, поддержка, не поддержка. Это все субъекты Российской Федерации. Как Москва сегодня. Если Москва сегодня захочет, она же может сделать и Чечню, и Дагестан, и Ингушетию одним субъектом. Ну да, у всех российские паспорты. Ни один не пискнет. Мало того, что приедут 2 Урала, все затихнет. Все затихнет. И это показывает практика. Не в обиду никому. Потому что федеральные это субъекты Российской Федерации. Нету независимых. Ни Чечни нету, ни Ингушетии нету, ни Дагестана, ни Осетии, никого нет. Поэтому вопрос по землям крайне щепетильный вопрос, крайне болезненный вопрос. Но в данной ситуации вот эти паблики, которых они собираются и говорят, что нужно говорить о Шилковском, Наурском районе, чтобы они забыли о Сунжинском, никто не забудет. И вот эта балалайка про то, что Наурский, Шилковской был дан взамен, нету ни одного документа. Ни одного документа. Ни одного. Уарсквай с Чечни, Уарсквай с Ингушетии живут на своих землях. Они имеют право. Если Уарсквай с Ингушетии хотят прописаться в Чечню и вернуться в свои горы, никто им не запрещает. Никто, ни чеченцы не запрещают, никто не запрещает. Это их земля в первую очередь. А остальные играть и компилировать, заниматься вот этими манипуляциями, тот, кто поедет, предатель, кто поедет, не предатель, ари, ложи, это просто балабольство. Сегодня Уарсквай получили великий шанс. Нохчичуа Ашбол, Уарсквай будут закладывать. Я видел карту, уже газопровод, то, что туда проводят. Возвращается, дороги великолепные, широкие. Делаются дороги. Это просто сегодня можно на любой машине поехать туда. Парга такая, что тебя. Будут построены администрации, там на 3 языках. Все делается, субботники делают, шадик, никому ничего не запрещено. Главное, ногчи есть ногчи, гала есть гала. Я не противник того, что мы были какие-то там братские отношения. Но я считаю, что сегодняшнего этого вопроса бы не возникло бы, если бы каждый бы занимался своей историей. Каждый. То есть ногчичур уарства отбит без, галачур уарства аса отбит без. Аз галачур уарства никогда блаш элдат. Я ирдат. Если все хабакин хватит, вежри сум целя шуклят сум. Не потому, что я не знаю или не хочу. Нет, просто-напросто это личное дело. Хотят они могут быть народом, хотят они могут быть ингушами, это сербакой. Но мы построим там хоть небоскребы, это не должно волновать кого-либо с Ингушетии. Это прямое дело субъекта федерации, Чеченская республика, имеющий свой статус, свой парламент, свое правительство и своего главу. Башлам. Никого не касается больше. У меня вот один такой вопрос.
это, как говорится, несерьезно, но чисто ради интереса. Вот в одной ингушской группе там, ну, там много подписчиков, под 200, наверное, 150 там, что такое, или 200. Там закинули одно фото, там 3 мужика, ну, парня и девочка, по-моему, и написали: заберите их из Москвы, они из соседней республики, ну, типа, про нас это. Но я не понимаю, зачем они такое выкладывают, типа, даже если они из Чечни, ну, им-то какой этот резон от этого, то есть им какая польза будет от этого, они же не их край позорят, там, республику, я имею в виду. Я хочу сказать тем людям, которые начинают говорить и показывать такие вот больных людей, порочащие, без разницы, ногчи народа это или Аллах, разницы отсюда. Эти люди, они показывают свою слабость. Во-первых, иш борщ бать. Я кал маа бать, я маа саа. Ты имеешь в виду, что показывают их, да? Но они же сплетники, получается. Я говорю, тот, кто показывает вот эти вещи, выносит их на всеобщее обозрение. Разницы нету, кто бы это был. Ну, я понял. Аллах же сказал, типа, не показывать грехи. Да, конечно. Ибахас, конечно. Ну, после этого странно, что вот на такие группы там подписаны, то есть не отписываются люди, то есть... Меня упрекает то, что у меня вот сейчас снизу, я не прочитал ни один вопрос. Я пока с тобой дискуссию веду, я не читаю, что там снизу идет. И вот эти вот разговоры, сун разница, уарсковали из ахкивали, из джайрховали, из явяпивали, сун разница, я нохчивали, из сун разница. У меня нету никакой разницы в этом плане. Я против, чтобы кого-либо из них вообще показывали. Это все уладится, это все закончится рано или поздно. Но гуна был камниш войнахал болш бол, галабюллаш, сак деллаш, квертан дик болш, беш нахан гурду, нах дицтир дацвай. Вот в этой катавасии, хоть и являемся правы, неправы, мы сами себя выводим, показываем вокруг людям. Поэтому завтра Сюли, завтра Гейбертлай, завтра Хири, завтра Гюржи. Любой человек, когда мы начнем говорить история, недоступны зудри мальнацар. Стоп. Далацал, ергушун, ергалаву, ернахчиву, ершбу, Почему? Потому что именно мы сами это допускаем. Цонгш был нах оласар, сак долш нах больш. Еще дар маша влаца, дар нисвант бохилуш. Еще дар соуцур буш, я теперь гергеш нах соуцур. Но суна и сандол Москва была, иш Грузия была, Владикавказия была, сатерца, да и цума да сатерца. Я осуждаю это. Я осуждаю это, любое, без разницы, к кому бы это ни относилось. Я никогда у себя не опубликую ни одного человека. Я в качестве примера, Украине, которые подбутират или спайсю, я показал людям, показываю, не над этой девочкой я издевался, я просто предупреждал не употребляй. Сестер, что мы не должны допускать до Султанович Болшвейксан, чтобы нахал дахкан и цегайти лырдилаш. В качестве примера я показал. Но больше осуждать, смеяться я не закидываю. Да, есть один мой косяк. Это конкретно Бузуртанов. Почему? Потому что когда снимает ролик, он начинает оскорблять, задевает ногти. Если бы он не задевал бы ногти, если бы он рассказывал только бы про свою историю, валлахи, я в жизни бы этого человека не взял. В жизни. Мне нету дела ни до Сюли, ни до Галга, ни до кого-либо других. Если исторические какие-то процессы у нас есть с Адыгеей или Гунти, или с другими, я это сам расскажу в историческом плане. Но тебе придется за базар отвечать. Башла. Да. Башла. И Бузуртанов, ингушейте ашмуй? Оде.
и он, сет элитум вообще там ногчиш. Ногчиш, Иван Сасум, звонили ему сотни тысяч раз. Не, особо, например, раз хочу, и умдич, раз, хака говор, то есть, такина хака говор. Şeyçerk elçi, tohumdu açtı. Kaçınız problem, şaş vayş olsa. Особо, интегуал, он там, лергисти, там, вот, эрдаль, юх, قاعدة شي республикан, قاعدة حيزو шушаш борду, стоишь там думаешь, как будто специально хотят, чтобы его там тронули. Я думаю, что нет. Он очень хорошо хайпует, зарабатывает на этом неплохо. Инца и ойовцу видео. Ну, последнее было недавно. Он опять я даже не знаю, как у него, я просто нарезки вижу, где он там исполняет всякую фигню, короче. Я скажу одно, есть одна тенденция. Артур. Есть одна тенденция, я скажу так. Знаешь, что самое интересное? Что из 1000 адвокатов, которые мне пишут и защищают, 800-900 адвокатов, но чуть-чуть было. Башлам, адбитараш, магайт хара, из магайт хара, кидаг магайт хара. Да. 800-900. 100-200 галгамах кэдбу. Я еще раз повторяюсь этим адвокатам, этим любителям правды. Вежри. Вежри бахца. Шундик диези хасу. Но это не от меня зависит. Соват аж сецу вещу. Вы останавливаете, знаете, есть человек, который совершил преступление, а есть человек, который осуждает это преступление. Я человек, который осуждает это преступление. Вы вместо того, чтобы наказать преступника, вы именно приходите ко мне и говорите ма'ала, адвита и так далее. Это неправильно. Это неправильно с любой точки зрения. Не, ему дугаем. Типа, Цубузуртану, на примере Хабиба, да, например. Хабиб, он там мелочкана, ногчиш, Хабиб, ты визбуш, Юлиш Бардуич. Типа, дугаем, как будто братство заключается там в Бузуртанове между чеченцами и ингушами. А ищ сахом хейтсон, короче. Как будто Цубузуртану, мелочь, шавул галган, мелочь, там хейтхи. Хотя дуко бочар, дуко зефира, камел динас, ингушский, там разные блогеры, все говорят, там, Абадиев мне не интересен, что с ними делать, там, я не знаю, приезжайте, там, решайте сами, говорят. Не, хорошо. Я бы вот, когда говорят, этот вопрос поднимают и говорят, Абадиев нам не интересен. Ну, это они говорят. И Асбас, Маслабас. Возникает вопрос, он там нам тоже не интересен. Но те люди, которые сидят в интернет-пространстве, 80, 90, если не 95%, все, что писал Абадиев и Бузуртанов в своих роликах, они, как ретрансляторы, передают их слова. Да, они этим апеллируют. Да, тогда возникает вопрос. Вы говорите, что их люди не слушают, когда у вас обратно становится вопрос, кто виноват в этой ситуации. В этой ситуации виноваты только те, кто говорит и обсуждает тематику, которую те написали в книгах или рассказах. Но флаг с ним с молодежью. Хорошо. По всем разговорам Совет Тейпов и Мехкел ингушский, они говорят, мы цвет всего народа. Мы представители всего народа. Ну да. На представителя Мехкеля Волш, Абадиеву, Совет Тейпа Волш, Бузуртанову. И он там выступает и говорит, вот это хуня валерг вайю, хар вайю, ачхой мартан вайю, урус мартан вайю, хунян тига галгай арир, иза вайир, киегер Волш. Сидят и все слушают, все его поддерживают. Ни один человек ему не противоречит, по крайней мере на камеру это не видно. Причем добавляя оскорбления, взрослые люди сидят и говорят такие вот вещи. Возникает вопрос, при чем тут молодежь? Значит, инициатором всей вот этой демагогии является не молодежь, а именно вот эти люди, которые ведут себя неподобающим образом. Благо разумных и умных людей среди наших старейшин, руководства, да и всех остальных нету ни одного слова. Маша Аллах, дикдуй. А люди
Если бы выступали бы старейшины или руководство, сразу бы сказали бы, это руководство, войну капитан, ты что? А сегодня руководство абстрагировалось, старейшины абстрагировались, и все, ни один из людей, академия абстрагировалась. Остались кто? Остались простые люди. Остались простые люди, и они прекрасно видят, кто про что говорит. Сатайп, гендерную, тайп, хитайп. Ты смотришь, нас уже потихоньку, уже пол республики стали, мы стали ингушами. Шушая даже голова ходил дубаться. Ну, это, конечно, я снова, разница, я снова разница, но, к сожалению, для меня яйцо не раньше, чем курица. Понимаешь? Ну да. Это наоборот, сон разница от тебя. И народ, который крайне сильно в последнее время, очень сильно отличается и своей воинственностью, и всем остальным. На деле. Ну, пускай мы будем отдельными, они будут отдельными. И они будут отдельными. 28 лет, у них есть конституция, флаг, парламент. Альхамдулилля, братья, живите, развивайтесь, цветите, стройте небоскребы, стройте, хоть Дубай стройте. Но не трогайте своих братьев, соседей с востока. Если не мется так очень сильно, территориально и всем остальным спорные вопросы решить и так далее и тому подобное, есть наиболее важный вопрос, закон о реабилитации. Вот постарайтесь это оживить и вернуть пригородный район для начала. Вот у нас есть свои проблемы. У нас в Ауховском районе братья, которые не могут тоже этот закон оживить и возродить, как говорится. Говорить можно много, можно оскорблять, можно весь дос поменьшить еще, но прийти к единому мнению, к сожалению, невозможно до тех пор, пока есть вот такие вот разговоры. Я хочу привести последний пример. Ну, смотри, буквально как раз-таки по этой аляске передаче Болшилаца из Темери очень истинно. Еще Крым там есть. Да, ну смотри, какая тема. Мархи Бахта, пока эти дискуссии не закончились, председатель парламента сказал, ну давайте это закончим, хоть в это место пригласил. На это отозвались два человека, представителя Мехкела, Серяжды и Муса Албагачеев. Они приехали, они еще не приехали, их начали оскорблять. Называть там, я не хочу называть, говорить, что они говорили, но оскорбляли их очень конкретно. Они приехали, поговорили, поняли, увидели документы, уехали, появился один цапитандели, вожпитандели, запугать, кровная месть, ай-вай, туда-сюда. Там те люди, которые занимались рисорубством, там что-то у них случилось. Паника идет, и сегодня мне кто-то скидывает статью, они говорят, они обращаются уже к Султыговым, обращаются остальным и говорят, там такая ситуация, нужно, короче, как говорится, решить вопрос, решить вопрос надо, чтобы не пускали этих двоих, якобы там они ничем не занимаются, никто им ничего возвращать не собирается. Конечно, никто ничего не собирается возвращать. Конечно, не собирается. А что возвращать? Ночи давно проснулись уже. Зачем мы будем свое что-то отдавать? Вот и все. Вот и все. Мы не собираемся никому ничего возвращать. Или что за братство появляется тогда, когда им возвращают то, что они украли. Или взяли незаконно. Пускай это не украли будет. Також, хосарадно вашу, абасук, хонсаваш, ля, асхугар. Зачем мне такое вошное? Да. Такие вот ситуации. И присяга гомогеном, да? Ну, по-любому читал ты акт присяги вот у них. Он ни для кого не секрет, он же есть свободный. Я просто, знаешь, как тебе сказать, конспиролог, но как будто бы там же написано то, что там против чеченцев газовать надо конкретно.
И вот эту тему они поддерживают до сих пор, мне кажется. Не все, я имею в виду, некоторые фамилии, которые там подписывали. Вот мне кажется, такое Я есть. честно скажу тебе, мне это уже не интересно. Знаешь почему? Они могут газовать, они могут хоть летать, они могут хоть заднее сальто делать. Все в руках Ну, из Всевышнего. водяного пистолета газовать, я имею в виду, с водяным пистолетом. Я понял, о чем ты говоришь, но я тебе поэтому говорю. Тахом хэгдаться. Я им переживаю, думаю просто. Мы уже решили вопрос. Ламару. Вопрос уже решили. С тобой или со мной никто ничего решать не будет. Вопрос уже решили. Понимаешь? Ты можешь хоть что угодно писать. Вопрос уже решен, закон уже принят. Это будет вашим, это было нашим всегда. Всегда. Башлам, Поэтому... ты это мне говоришь, я не пойму, кому ты говоришь. А? Нет, Это там мне... есть последнее. Луамаро 06 Язин. Башлам, это будет вашим, когда решим вопрос. А, Тогда ты за то, чтобы пересмотреть полностью этот процесс, если мы пересматриваем два района, Сунжинский, Молдобекский, и это мы тоже пересмотрим. Нужно, наверное, вот так, по справедливости Хадука, все-таки пересматриваем же мы. Тогда 71 тысяча гектаров и так далее, тому подобное. Интересная тема. Ты хорошую идею подаешь, Ламру, но, к сожалению, это не от меня зависит. А данный вопрос уже я не думаю. Ты просто говоришь, знаешь, что мы будем дальше газовать Бака по этому участку. Я тебе говорю, хо юмовал. Ты будешь газовать, больше ногти будут просыпаться. Чем больше вы будете газовать, тем больше ногти будут вставать. Поверьте. И это ничем хорошим не закончится. Ни для вас, возможно, ни для нас. Башлам, а вот когда эта передача «Земель» была, я просто вообще не следил за ситуацией, в Инстаграме у меня не было тогда. А. Там как вообще, ажиотаж был какой-то, типа передача «Земель» там идет, или как там было? Или просто сразу сказали, у нас забрали земли, там, или как это было? Там чеченцы как-то говорили, то, что мы земли возвращаем, ну, представители Чечни, я имею в виду. Как это Нет, было? это была спорная территория, никто ему их не отдавал. Но и Ахмад Кадыров, и Масхадов, и Дудаев, никто эти земли не давал. Они как были. Не, это понятно, это понятно. Я вообще говорю, вот в 2018 как это вообще происходило? То есть это в интернете публиковалось, в телевизоре там как-то объяснялось это все? Ну Или да. взяли? Но это все как по закону проголосовали, парламент. Но они знали, что сейчас денег незаконно дует. И потихоньку все при камерах, полпред, ну все как должно было быть. Самому датски. Ну, а народу просто сказали то, что земли у нас отжали, и народ просто вышел. Также это... Нет, народ там нет, там якобы Ну, не народ, оппозиция. я имею в виду, там какая-то Ну, куча. они вышли недовольные, сказали, что нас не спрашивали, мы тоже должны. Секта. Да, поэтому. Сектантами я их называю. Вот. Ну, секта я не скажу, но и штука. В любом, у меня осталась 1 минута, нужно перезагрузить. Перезагружу и потом продолжим дискуссию о проблеме. Бегдуй? Давай. Выключать или что делать? Сейчас я сам выключу, перезагружу, зайдете уже потом.
Так. Артур. Хорошо, Все. подключились там все, да, или ждем кого-то? Да, сейчас, наверное, подключатся остальные. Сейчас я... Минут Так, 20, где мы с 25. тобой остановились? Хугата, да, последний лиг. Что-то забыл. Я не выспался сегодня, поэтому что-то у меня голова болит, поэтому говорю не связано. Сейчас по поводу там, по-моему, митинга. Вот. Не помню уже, честно. Вот Может, подскажут. митинг. Я знаю, что Митинг. хотел спросить. Я вообще еще в начале. Вот этот аух, его как там идет? Вот, там не будет передачи или что-то такое? То есть пока должна, по идее, быть даже? Или как? Аух. Да. Аух, по ситуации с Аухом немножко другая. Они хотят просто восстановить, они не присоединиться к нам хотят. Они хотят восстановить район, восстановить свое название Ауховский район, чтобы им вернули дома, земельные наделы, то есть в которых сегодня проживают аварцы и лакцы. Там другая немножко ситуация. Угу. Такая ситуация, она немножко... Она такая же, как и, допустим, в этом, в пригородном районе у осетин или ингушей. Есть такая ситуация. Но это снова же там, я насколько знаю, в домах ингушей там никто не проживает, а вот в домах ауховцев до сих пор проживают. Вахворк запрос, Хавелович. То есть там документы, все там есть, да? То есть то, что кому принадлежало там. Конечно, есть документы, есть, ну, все с баканах, жим-жим, ляш, табу уж Богом, удон, те, которые ждали. А так их дети, потомки ждут до сих пор справедливого решения, чтобы вернули им их законные А вот земли. эти земли, вот, которые переданы в 2018-м, там вообще люди живут Там или никто, вообще никто не живет. Там просто это лес или леса, что? Просто что да, это вот? это лес, это горный массив, леса, немножко башни, больше ничего. Хазмет муанюевох. Ногчи чувачаги ухаз. Да, муан. В ситуации у нас тут. Чувала. Нас Да, суар валом цивиз, чувала. если хахаттар, да, хахатта, ладно, реально, уже в Казинге будет очень. Чувала, давах мы годнулся еще. Дигду Артур, да, если что, Ассаламу алейкум. задай, валикум салам, задашь вопрос. Хорошо. Да. Так, это большая территория. Так. За первый час к нам зашло 400 человек. Второй час эфира зашло где-то 380 человек во время прямого эфира. Так что вот так вот. И что? Запросы Ваха, я твой запрос принял, но, к сожалению, ты не можешь присоединиться. Тебе нужно перезагрузить свой аккаунт, чтобы ты мог зайти. Вот. Поэтому перезагрузить яйца АО Яхан. Только так можно. Так. Почему вы не видите канал Луамару, я не знаю. Макс Идрис. Ваха.
Я не знаю, принять его запрос. Да, странно, что за тема сегодня. Тема ответы на вопросы по истории, о чем говорим. Потому что нам нужно обязательно отмечать тот момент, что до 2018 года все договоры были без права межевания. Конечно же. Не имели права межевать. А то, что были внутренние какие-то, муниципальные, они не относятся к внешним. Суетолог. Как обычно про Нет, не как обычно про Ингушетию, Москва. Если вы задаете вопрос про другие темы, мы на другие темы говорим. Человеку было интересно, он задал вопрос, я ему ответил. Ваха, опять написано, что отклонено. Да, есть эта карта у меня, которую мне прислали. Поверьте, многие карты у меня есть. Я понимаю, что вы думаете, что они для меня новые, но они... Чунгрой ахкебой бац, чунгрой ахкебац. Чунгро ближе к харачоевцам. Ахки это вар ребедац, тухум олцунов, вар олцунов. Чунгрой L3, как и Чермой L3, как и многие Уарствой L3, как и Эхке L3, но живут в Аухе, да. Был L3 Бумбахас на границе с кабардинцами. Черкесы, Энгной, Мулквай, Вастваюк и Бошбеш Айна, Алрвай Айна, потом Чермой Айна. Все, кто сегодня находится в Псидахе, Дюэлкюрта, все тайпы, они жили на границе с черкесами. Территория черкесов очень была немножко иной. Вся граница была только между Чечней и черкесами. Ингушетии в то время вообще не было. Граница была между Новчечуе и черкесами. Само собой, все, кто живет в западной части, это и Тумсуай, и Зумсуай, и Баулуай, все они граничили с черкесами, Черкезистане. Ханзмет ялой из аккаунт. Лаха сунцаха. Асрик запрос даяхтин, но у тебя он не принимает почему-то, я не знаю. Вот. Все, кто проживает, Салуай, это те, кто жили в Салавате. Салуай считаются тайпом андийцев, насколько я знаю. Андуай побольше бы начал со Салуай. Салуай, Зилуай. Хотя я не знаю. По дагестанским тайпам Конхай Махкат Худон. Привет, Бах. Привет. Чунгрой, нохчи бас мацабава. Балуай Баха, сум. Все, Башлам Чеченш, нохчеш митинги Езерсоновские. По митингам ко мне не обращайтесь. Ваха. Обычно другой Конхуай Муах или Сима саму запрос, а я это ищу, принять елу я целый азер вурса. Вахи запрос принять, хаун цакошса сон. Кто-нибудь другой пришлите, давайте проверим, гойт и это гойт. Керл, что может быть у историков нового? Нового ничего нету, только все старое.
Не слышал такого от ночи Божьей, солнца зоны. Аминь. Я не слышал такого. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Ну, принять валок вахид садук, знаешь. Başlam, bu diyorsun, olmadı ötüge. Hamdats. Hamdi mogi. Aşkım bu ders, elhamdülillah, dal bu hastam. Yani ahmu aldı. Да, это ашер держаться, я шамок шалмую. Bu derstan dik açtıklam neyse. Dal bu Агуш hastam. мавака, хола, хел. Vol şusu. Я ну сказал, да. Ho. Ha, iş dit yani varsa пока ну скобор. Это бывает, бывает. Твой черешня жду, клубники жду, еще ошловаться до. Да, черешня есть, вот он уже. Но, хокшара, как говорится, я черешня, я клубника, я варианты очень чувствую. Черешня уродилась, что дик не селю, черешня, что духаю, очень мерзаю. Махбаровая. Из-за балыгрищ. So Википедия, что цавил, амин, но сало я ночи тай пшук, ночи до. До, башлам, сало я чебрало юбош бу. أصدق حنس перепутать بناش. Ага, да, андис. Садой бил то я хабил бу. Сало чебрало. Бац. Бац. Сало бу. Да, сало бу, чебрало юбош бу, чисто ночи тейп дон сало. Значит, я были разные списки. Ну, и сало бу. Еще теперь предание кому до, что они были, Хошхел был еще, торговлей занимались они. Торговцами были? Да, были торговцами, очень даже хорошими торговцами были. Вы ночью чу хаяшал, му эрду из вымаха йотчу хомью, и чу яши иш даса лела, истяч о кайошал. А садоя, они бил то тейп дуй, и садо шаша о шелесу садои било тои так. Садои точно чебило юкабуй сумха везри ха. Была так садоя иштеду. Они ухабу сало, они сун дюал ашвегу сало у тейпан так. Я знаю, что в Гудермесском районе живут салой. Будешь, будешь. Но не злой, бо чеберла. Из Амхарса, сало я могу путать просто. Зилуай и птяни путать будете еще сейчас? Беш харбон, зилуай ти путать беш бон. Зилуай штане был мясо нас путал. Зилуай бар мясо. Садо чеберла юлбош, ночи тейп дон, те преданешка, ишт хадош дук и ишт Саму еду вымахка дочь до ломды из чудаши из сайти из такого шелбош из там хезусуна. Ну если что больше была хасу был 5 секунд очень гад. Список как раз черешня жди карьер балдик. Сейчас посмотрим. Тайп все под рукой моду сейчас у меня все под рукой всегда. Я всегда с собой беру видеокамеру. Сейчас проверим. Так, тукум чеберлай шук абу баяш. Ха. Салой бон. Салой серблой сикхой сирхой шабеш чеберлаш. Пейт ердол я зилаш сани перепутал. Да, салой ночи. Да, точно перепутал. Все чеберлай юкбош был щеку я сюда. Все. Я извиняюсь, бахчуни, да, я извиняюсь. Хатово черешня. Да, я черешня. Да, черешня вор حاجة بوت ور حيوة ثاني غوشي وش ثاني دور وروسو دام وثاني عيد دور تيجاتات دام فيديو شو ما استمعت يا شو وريانتي يسوسو أو مكة شو دايبخ ومتجا نقشي عش ومتجا засняться, я штайгать еще штат свой, цундер. Просто хитя, тажиматься, возможность ялчер, лямниш кумш вуиз, я шунды иду алвоса, но. Да,
И я поговорил, эти ламелден. Из-за YouTube чаги нерсон, что баг, антуй, что молодец, вы дик истории ума и предания шьешь, вы само делаешь, видишь, наверное. يابون ثاني أصلا доходом هما يابون да я да дي тесре многие вещи немножко упустил, потому что чересчур дух цагалет. Он хороший краевед. Касаемо непосредственно своей шейтайпдуй, шикруатайпдуй, что касается там, он великолепно владеет материалом. Но там есть моменты. По башням он цунга. Башлан, по башням он цунга дик информации. Я все у него взял. Но единственное, видишь, у меня спорные варианты. Спорные почему? Там есть одна башня, которая они утверждают, что по преданиям, что она 7-этажная. Мы не находим ее 7-этажной нигде по документам. Она является 5-этажной. Жилая, полужилая, полубоевая. Это сумма спорные варианты. А так, я понял, молодец. Тут я многие вещи интересные он рассказывал. Но самое главное, он хорошо ориентируется на месте. Такой же краевед был и Собеной Ванчена, Биной Ванчен, Денгиур Тауэр, Бай Айлер Цюнце. Вот он собрал все материалы, касающиеся Байсангура Биноевского, там, где он и Хайхил Метхари, и Бойс Хархилвол. Там собрал оружие, чай. У него тоже есть свой, как говорится, музей тоже. Значит, ситуация. Башлам, асок сан хаттен жоп дал меги. Вот. Грозно 95, бо алрой, бо чанки юртолш, юртю, и юртил на дикханью, даже сразу после Кавказской войны, или даже во время Кавказской войны хилы наш чувство, алрой бо тига бешбеш, юртил наш алрой бо, йох юртяси, бо в Юртовском районе, юрт, алрой беш бо уза. Ауха, бош бушу. Ауха, вот я насчитал 53 ногти тейпл на буаш. Как бы коренные. Да. Да, 53, представляешь? Огромное количество. И сейчас я пока запрос сделал, мы по Ауху сделали уже, по Панкисе мы сделали, но считает наш. Теперь по Казахстану я запрос направил. По Казахстану мне сразу сказали, что фактически шабеш пубахца тебя бесен. Поэтому мы работаем как раз таки сейчас нужно везде смотреть, какие тайпы наиболее войны Ашбол Меткшу именно за пределами Ашвеш. Иордания, и запрос стоят, но Иордания, Йолчага, Хаусит, Хундидуэ. Башлам, на одну секунду. Чанка юрт ол шукле. Йох юрт яти, жим юртю, юха ха янги юрту, юртю из янги юрт, почти кет ю и чанки юрт. Чанки юрт ол ши. Цига алрой буаш. Так, эти янги юртя бу нохче, но ишинц и тейпен шума цер хин табил гоцясва. Так, эти чанки юрта ха шо-то душа штейпен бош, нахбу. Аш. Что-то тайпаде. Ну, и цер гергалон что исламча, это хачан санша штейпен, ну ждуха эдер. Просто санша шо-то ду алрбай. Ну, ждух баца, санши по семья имячу. Ну, духа больше ошибочные вчера, и он со мной связывались, устраивают хуай мескер, хуай там, тейзен хуай, тейзен хуай больше. Гарни, что нет, что и берут их вместо того, чтобы реально сейчас исторические названия, вот тайп не шацевющие ситуацию. Макар, чанки юрт алионе. Со тайп бьются у... Чанки, мабахцу. Чанки юрт алионе. Во время нашествия татаро-монгол ночью были и татаро-монгол, и монголо-татар были на равнине. Шоное бу, шоное Осман юрт Илнерша, Буэл, ишца до, что Осман юрт 300 лет назад описывается вот это село, Осман юрт. Башлам, хатай панах буй, эшбата. Иш бомат юрт ош, юрт абу. طبعا بدون هيك انا دعوه دوش مازدور كعب ويخي ناس وانا متخينش
وي ما وي داخل دي تعردات تم شو ما عاتق يدوش نقر موزي سنة وبين شو داسة داخل داخل دوش دروي ديت Naqar muzejam cēsun, no sacēcējies ručnieks, sacēcējies balbadījies, tu dīnā būs balbēš. Цап миллион мест будешь туда. Никакой войны. Там бьешь вот, что хинц, свой хаусарду пускай, давай повоюют. А мы посмотрим. Тот, кто выживет, выиграет, тогда уже с чемпионом, как говорится, с нами пускай потягается. А до этих пор зачем нам эти? Башла, мы прилюдно объявили, что этот флаг мы с удовольствием передаем на Алушуху и Байрак. Да, конечно. Пускай. Они же хотят, давай пускай теперь докажут, что они воины. Тагает песен, тагает. Да. Возможности есть, пускай мы посмотрим. Нахчимах не было, это место называлось не Нахчимах. Нахчимах местность называется с 19 века. Тамерлан, когда спускался и часть своих войск отправил на Аух, там написано, что спустился через Ичкерийское предгорье. И именно Ичкерия там указано. Ло-Амаро. Ну, вот так вот. Но я думаю, тебя это не должно волновать. Знаешь почему? Потому что ты ингуш. Интересуйся своей историей, братан. За Чечню мы как-нибудь разберемся. Олимпийские, Хаякхан, уже Симал, я пробашла. Башла, Моцан, капитан Алчун, Харгудра, с Тею, с Ворвол, дети, Голосемаз. Башла, да еще ишца, это там ще церштёк и عدد خلاص هدوش. خديده وشور سونتي جيرجيسير. هنس أتسون خطر أس إشت حتى وش ساعة خابل اليوم ياش. إتحتاج بوش خادلشين قطع خابل واشين على Hence, it's a păgmăr țehălă olșdu, mositus vivin, mositus denminale olșdu. Sunte жир-жистер, sunte. Hence, на современной транскрипции получается жир-жис. Называется позже, после того, как чеченцы оттуда были, как говорится, выдворены. Обратно в год. Елма ялшо, нарнич майолне, елма ялшо. Боршам хете яцашо, я нах ячо, я борша ячо. Этцвала борш доц. Хозна шмухари вала. Шейн луqa гдия вайдална, иншаллах. Шо qarur дубог, багдат сон. Вы можете делать все, что хотите. Да, бошлан зависает денег, альшан.
Пытаются всячески, конечно. Пытаются всячески навредить эфиру, но да, это ничего не изменит. Работу мы не прекратим. Да, ой, когда говорю. Башлам, завис денер, что за вопрос был? Выяснит у меня иначе. Что за вопрос был, как решать насчет границы Дагестана и Чечни? Да, знаю, как нужно решить вопрос по Дагестану и Чечне. Предполагаю, что знаю. Каждый должен отойти на границы, там, где они были, и вопрос будет решен. Бедные нордейские упыри, видать, пытаются навредить, сделать максимально, прервать эфир, но война нам, как говорится, по барабану. Ладно, давайте продолжим вопросы. Будем продолжать вопросы. Да, поступил один донат. Я не знаю, как имя. Это освободил. Подождите, сейчас я отвечу. Да, она раньше называлась Терско-Сулакская, после того, как чеченцев в предгорье отправили. После этого до этого она называлась непосредственно Чеченская равнина. То есть после Ермолова, в более позднем периоде она называться стала Терско-Кумыкская. История. Освободил. Короче, здесь без имени, кто-то задонатил, просто Цейсон Цаха. Да, Савел, Башлам Узуртанов хотел найти Дагестан на чеченской карте, офигел, что не находит. Зрение, уже, видать, возраст берет свое, ему надо очки взять. Она называлась немножко иначе. Грозно 95. Грозная Европа, Москва, митинги и Езерчиш. Lonely Bars. Что-то с эфиром. Бедные бедолаги пытаются сделать все, что угодно, чтобы эфир забабахать. То никак не могут. Вот. Поэтому первый раз, да, нет, Элбахарцу. Раман. Нохчи Борздейрес Хейл. Скота, который Ермолов отогнал. До 2 миллионов. До 2 миллионов рогатого скота. Если я не ошибаюсь, я слышал сумму 2 миллиона рогатого скота было отогнано. Были ограблены эти земли, было много перебито нашего народа. Поэтому мы очень сильно пострадали именно от этого. Очень сильно пострадали, но Гунуай, Варандуай, Тайпы не смирились с тем, что туда заселили терских казаков. Они начали называться потом терскими казаками. Заселили терских казаков. Большая часть гунуевцев, варандоевцев вернулись обратно к себе в горы. Где-то 10-15% Гуной Варандой остались и бились до конца там, как Арцелуша. Поэтому они остались на этих местах. Это затеричные земли, непосредственно Наурский район, Шелковской район. Вот в этой области остались гуноевцы, варандоевцы. И первые, кто налаживал взаимоотношения с ними, были они. К сожалению,
завистники многие, особенно сегодня, нарнийские некоторые ублюдки пытаются очернить эти тейпы, назвав их то воронцовщиной, то якобы расцвестерскими казаками, но это все абсолютно является провокацией и чушью. Да, взаимоотношения были, казачек воровали, гуноевцы беленькие, красивенькие, поэтому воровали. Только вот таким образом. А так они взаимосвязи у них были. Шейниш дабилла элмехти яц, и поэтому хабал вашхилла. И сегодняшняя ДНК показывает, что абсолютно разные ДНК у Гунуай, Варандуай и у терских казаков. Никакого, как говорится, сплетен и басен, конечно же, не имеют никаких отношений. Точно так же ни Эрсной, ни Орсой не имеют никакого родства ни с терскими казаками, ни с кем-либо. Башлам, как называется море с чеченского? Хуард. Хуард называется. Хуард Ким. Корабль называется. Вот так и называется. У вас он, кажется, называется через букву Ф. Фуард. И Абдул Насер задонатил. Брат Абдул Насер, Аллах дал сайо, а донат дал духуахуэл. Сегодня уже 3 доната у нас есть. Так что понемножку собираем, как говорится, на нашу следующую экспедицию. Целлиг хуюхи цана. Тимир Хаджиев Леон. Ваха хотел зайти в эфир, что-то у него. Хорд. Правильно. Х. Только не ха, а х. Хорд. Х и тверд. Хорд. Не хорд, а ты букву х с мягким знаком. Это ха буква. А это х. Хава. Хуа. Правильно, он Хуаймах написал правильно. Теперь верно. Дальше задаем вопросы Ведан 9023. Вахи Рокцалертиш. Вроде бы Ваха попытался. Вольф 8216. Давай проверим. Я учился среди Сюли, там не было родного чеченского языка, я самоучка. Зорго. Нохчивар. Нам сацегаттурас. Ошибки я сам делаю, так что не удивляйся, Воша. Нету твоего вопроса. Твоего вопроса нету, Воша. Бошлам. Иногда надо проводить грамматический ликбез. Иногда надо сашич вус серблой, царахлати, она серблой. Цен нохчи буквой царахлати. Ой, айл гуник цаумадат. Остайпнеш кей кварги хумштадуется, остайпнеш нохчи вола, нохчи волос. А нохчи история чеченского народа, она едино для всех тейпов, для каждого тейпа. Это все Вах. Это Ваха замутили. Это Вахи замутили. Походу он не смог зайти. Не знаю, короче, не смог. Целик, домик для цыплят. К кому он относится? Серблуай? К чеберлоевцам. По крайней мере, по списку так он.
Поэтому, прикинь, этого слова нет в словарях. Многих слов нету, а я в нескольких не нашел. Баркал. Меля, что такое? Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум салам. Да, Чуркш от Аргуладоншун. Нохчеборз прислал донат. Нохчеборз дал Савел. Не то, что прислал, ты еще и поддерживаешь. Да и резко Нохчеборз. Малей не знаю, но это то же самое, что я Алру Нохчмаху. Я Алру Нохчмаху. Бамут основали, алируется. Мне разницы нету, кто его основал. Главное, что Нохчи. Суми дал юзил. Нет, Тоша, никто. Цаяйтен с Европы не было ни одного доната, я отстал. Я не знаю, когда приходит Асфагал Майла, сверху у меня сразу, я говорю, через PayPal пришло. Но с Европы нету донатов сегодня вообще. Или Хубеха. Башлам, расскажи про Пан Муахки, откуда наш. Пан Муах, Гейнер Муахках, что вечер обычно. Откуда начинается, это очень сложный вопрос. Территория определения. Кто-то говорит, что от Кумы до Гуайхи по-разному. Аллаху алям, я, знаете, в этих вопросах немножко, как говорится, откуда она есть Русь, когда я учился еще на факультете у нас. Нет, это не Польша. Да, есть такое. Пан Муахка. Гейнер Меттигюй Цунах Ошил. Пан Муахка Оштег. Это не дальние наши, самые дальние рубежи нашей родины. Это был Аух. Аухай Ашбол Меттиг Хилей. И по Гуайхи Лошух Аухай Муахка. Гуайхи Дуй. Сулах Цунах Цюнцани Лошхилок. Аух Муахка это не сегодняшний миллиметрический район был раньше. Отсюда это все междуречье Терека и Сулака. Есть версия, что там оно было поделено на две части. Половина Эхкай, половина Аухай. Якобы вот две части они были вот, разделены. Но это немножко не подтвердилось. Она все является ауховская земля, Аухай Муахк. Шабеш, ты ашбеш ходить też ауховцы, а так Эхкай, Балешка, беш были разницы яциш. Не арсах, порог. Не арсах, арсия вал бог, порог арсия вал бог, да правильно. Плинтус Турс.
Все спать хотят, походу. Надо дать вам лечь спать. В четверг вы не готовы для эфиров. Ваше время это пятница, суббота, воскресенье. В это время более или менее. Хотя этот парень зашел, было до 100 человек. Симаз зашел, тоже было 80-90 человек. Вот. Сейчас 48, 50. Очень пассивные. Чечениш, как у тебя там дела? Мах целоваться шпая. Где все? Не знаю. Где все? Я, по крайней мере, понял одно, что я категорически не переношу цитрусовые соки. Вот такие. Да, интересная тема, да, Ивулим, а? Интересная тема. Алейкум салам. Башлам, он цаго вопрос. Вольф, когда ты говоришь, он вопрос, го, я вижу. Вот. А самого вопроса я не вижу. Дикдок ему, не. От этого Ваху я хотел очень пригласить, он что эфиривал у Швари, что-то я его приглашал, у него не принималось. Может быть, когда-то он забанил меня, а потом сейчас отправляет запросы. Я много вопросов задал. Вольф, не дошло. Если бы пришли вопросы, я бы ответил обязательно. Не дошло, к сожалению. По ковчегу не знаю, я не занимаюсь раскопкой ковчега и не был там уже давно. В прошлом году был один раз, хватило мне. Вольф не туда отправил вопрос. Знаю, что это наименьшащее что-то. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Сколько домов нужно иметь, чтобы населенный пункт стал районным центром, на примере Чеберлоевского района? Ну, блин, это немножко не то. Иногда у нас, не забывай, Башлам, Маршалу, YouTube Чурвежриш, поддерживаем тебя. YouTube Чурвежриш, Массерга Ежриш, Салам Маршалду. Вайцани душам, ваши вопросы, ваши желания до меня доходят. Я абсолютно проблемят. Чечениш может перезадать их мне, я отвечу на них. Ой, далуш тегди душам. Ничего, альхамдулилля, я держусь. Брусчатка 01. Пока держимся. Тяжеловато, очень сложно, я бы сказал. Ну, держимся, да, Аллах. Грех жаловаться. На ногах. Глаза видят. Руки двигаются. Значит, мы живем. Ложь разоблачаем. К справедливости тянемся. Любви как не было, так и нет. Что тебе еще нового сказать? В горы душа тянется, дожди идут, ночью холодно, днем жарко. Это тебе коротко так сделать ликбез или анализ и что там. Туда в группу на эфир отправил вопросы. Не знаю, вот я вижу
Вольф 8216. Здесь я вижу, туда в группу на эфир отправил вопросы. Этот я вижу. Говорят, Чеберлоевскому их еще больше, но пока его не восстанавливают. Прежде чем восстанавливать, люди должны стремиться туда, возвращаться хотеть. Должны стремиться вернуться туда. Что-то пока, по крайней мере, мы не видим этого. Альхамдулилlah, главное держаться, двигаться только вперед. Как-то потихонечку идем. Башлам слышал про понятие ползучей агрессии. Я думаю, нашему народу надо подумать. Ползучая агрессия, слышал и вижу ее и с востока, и с запада. Абсолютно давно пора проснуться нашему населению, нашему народу, нашим братьям, сестрам. Должны понимать, что в первую очередь мы должны всегда быть начеку, не верить разным разговорам. К сожалению, вот эта наша доброта и наивность нас очень сильно погубила. Нас часто предавали, очень сильно предавали. И сегодня люди, которые когда-то нас предавали, пытаются сегодня упрекнуть нас в нашей же истории. Вот это меня немножко бесит и вымораживает. Несмотря на все это, некоторые, извините, малодушные меланхолики, флегматики, холерики, называйте как хотите, заходят и начинают говорить: вот ты националист, благодаря национализму, не нацизму, а национализму здравому, наш народ может выжить и сохранить самоидентичность. Если вы будете заниматься космополитизмом, заниматься утопическими вещами, утопия, которая называется вайнахизм, халели, государство, которое не будет, которое лапшу будет вешать. Почему я сегодня в упрек своим национальным идентичности и халимат задонатил, халимат тасавил, аданат тадухяхвел. Было бы неплохо, если бы ты сказала, какого ты тайпа, я бы назвал, сказал, вот от этого тайпа донат получил. Сегодня наивными лицами, сидя где-то в Европе или, я не знаю, в России, в Казахстане, думают, что все здесь белые, пушистые, и что это политика. Это не политика. Пока мы сидели там, эти 20 лет шла война, пока мы думали о выживании, эти люди собирали материал про нас, гадили, воровали, все что угодно делали про нас. И сегодня это сваливается на нас большим-большим комом. Разницы нету. Я говорю о всех чеченофобах. Мне без разницы, какой национальности они есть. Нормальные братья, будь то, там, не знаю, адыги, лезгины, которые хорошо относятся, они нормально понимают и взаимоотношения. Да, мы воевали против друг друга. Да, у нас есть моменты, где не самые лицеприятные. Однако мы находим сегодня общую дискуссию, общий разговор. Развиваться, это невозможно просто-напросто дальше идти. Это невозможно. Образование – это одно из важнейших факторов нашего развития. И я считаю необходимым, что связь Европы и нашей Родины, она должна быть непрерывной. Что бы ни происходило, мы не говорим о каких-то политических процессах. Понимаете? Но почему-то каким-то странным образом мы занимаемся
тем, что сами себе вешаем лапшу на уши, тешимся надеждами, что нам кто-то там поможет, эта братва подтянется, никто не поможет, никто не подтянется. Ни Турция, ни Персия, никто. Нохчи чундик, нохчи убивать. Яхигвать, яхиловать. Вот мичер нохчи, аухуай махкер нохчи, пангезер нохчи, урдо махкер нохчи, хункер махкер нохчи, Казахстане нохчи. Вот идуай боштег. Ларам хилбез, года диез, на остал да диез. Вот к этому нужно стремиться. Максимальное единство. Единство. Если вы в единство догоните, поверьте мне, остальные подтянутся. А сейчас все делается только целенаправленно раздробить наш народ. Потом потихоньку начнут осваивать их земли и перетягивать их в свою сторону. А шунделах туймабу, валлахи биллахи таллахи, абсолютно барбауш мабацуш, им нужно просто перетянуть их, назвать их чище, чем остальные тайпы, а потом и их земли. Только для этого. Только для этого. Вот. Как ты это назовешь иначе, я не знаю. Почему-то человек, который такие вещи говорит, он является националистом у вас. А человек, который говорит, это красавчик. Тот, кто говорит, выдавайте своих дочерей за арабов, он красавчик. А человек, который говорит, он националист. Шаймуах Кларби Аллага, он у вас националист? Всегда. Но извините меня, наши отцы не были космополитами. Они не говорили, раздавайте земли, грузинам отдайте, русским отдайте, другим отдайте, сюле отдайте. Никогда такого не было. А сегодня такие вещи позволяют себе некоторые люди. На каком основании? Какое вы имеете право такие вещи делать? Какое имеете право? Шайник уахтаош, сюли вала, гаски вала, мюжги вала, мила вала, аж подтянуть его. Главное, чтобы он был хайпанутый немножко, все. Вайнтвя штука. Аля такие все добрые, хорошие. Странно, конечно, это очень странно. Эти добрые, хорошие в первую очередь упрекают вас в несостоятельности, вас в том, что ваш народ, ваши сестры грязные все. В лицо говорят одно, за спиной говорят совсем другое. Не говорят алхетишем, валлахи говорят, я вижу это даже по своим эфирам. Люди, которые сюда заходят и говорят, братья, братья, потом я захожу, когда мне ссылки скидывают на самые грязные чеченофобские сайты, я захожу, я вижу этих людей там, самыми грязными словами, оскорбляющими словами в наш адрес. Я их нахожу там. И на следующий день, когда у меня эфир, они заходят, как будто никогда ничего не бывало. Мне делают насихат, мне делают, рассказывают о том, что должно быть братство и все остальное. Одновременно ущемляют наших братьев на своей территории. Ну, на своей территории в кавычках. Так не бывает. Так не должно быть. Вот. Сун, асюат ахкабах. Те люди, которые мне после того эфира, который у меня был с Куанхуай Муахк, зашли и начали рассказывать, какие все хорошие сюли. Сюг мадиц ба сюж. Мадиц. Хорошие это... Если ты хороший мусульманин, в первую очередь не просто осудить, ты приложить должен все усилия, чтобы ты отдал нохчи, латниш нохчи шталуа, цьено шталуа. Когда все это сбудется, и когда наши окажутся у себя в домах, когда их начнут вместо 90-80 тысяч будут соуш мадар, 150-200 тысяч бума альна.
хидигмально, тогда уже можно говорить о братстве. А до этого времени, извините меня, за то, что один человек там уступил мне дорогу или сказал хорошее слово в мой адрес или в адрес нашего народа, это еще не братство. Эту лапшу мы уже давно вешали. Нам вешали, и мы верили в это. Адюлю, вой цани куллари, вой гунядин, создайте идуал, да, как дабба, шот вам убяка. Кайда тиеш, кайда иш шиқам уата ваш, кибеш хала бахаш. Иш лук штайлар душан шу. Это что? Я не прошу без вины на всех нападать. Но я говорю, ночи, давно пора проснуться. Шей муак ларбия, шей кам лардия. Шей дик халил до хаус акуар душу. А так, вам лапшу вешают, зайдите в интернет-пространство. Сотнями, тысячами сидят, льют грязь. Мне рассказывают все и говорят, соборди, шмиш бу мацаха уэнцу чуа ашбеш. Я, если увижу Нохчи канал, который там занимается конкретно оскорблением, говори, если он записан как Нохчи, я постараюсь, я зайду, скажу, ваша, чувак, соборди, а ты мам лица палайдос. А вы заходите, становитесь сразу адвокатами и начинаете. Я у вас нацик, а они, знаешь ли, те, кто с их стороны пишет, это все даже не те нации. А вот есть армия, которые вот просто за чеченцев переживают и сидят, настравливают там. Это сидит там, мыжги, жикты, сидят, они стравливают, нохчи галгай, нохчи сюли, вот сидят просто-напросто. Абсолютно наплевать остальным, какие у нас взаимоотношения. Абсолютно наплевать. Это мы разводим катавасию. Это мы верим в сказки про белого бычка. И до тех, пока мы верим, у нас будут проходить беды. К сожалению, если бы я бы хотел бы реального того, чтобы питан халецун луштал хари, я бы вам столько вещей показал, от которых бы у вас уши бы стали бы, как говорится, отросли бы еще на 2 метра. Или волосы появились, дыбом стали волосы. В этом проблема большая. В этом проблема большая. Я просто не занимаюсь тем, чтобы заниматься там, как говорится, межнациональную рознь разводить. Очень много записей. Очень много записей, скринов, видео, где они, не скрываясь, они ждут войти анры. Ждут, пока прольется кровь. О, соборди, о, худи духаешун. Мы с кем объединимся, хаешун бош, ашбу. Бац алхетишун, если вы считаете, что я вас обманываю, мы можем предоставить доказательства. Дербой, духчуа бош. Щеку яцу тях. Щеку яц, уалла билла. Дам öğretir любой человек. Нохчи чунте ковдал, да öğretir. Резваться, муат бит это. Нохчи чунте ковты, да öğretir. Любой человек да öğretir. Öğretir яц алхиеты, шон хаусал дуэ. Нам нужно быть одним единым целым народом. Поэтому, да, я его шкун хвайбу, был туныш яц, кнопочный герой яц, хохмуах кендолда, всегда хила ногчи хун хвахирабу. От восхода до заката, где всходит солнце, где садится солнце, от востока до запада ногчи хун хвайбу, бушей муах кларбир, бушей юрт ларирю. Амир швейцарец. Болтать да нахбу
си камбо, что хуман те даталой, тахкечки проходишь. Да, сегодня немножко расслабились многие. Шейк, любой умж дейца дүйти, шейк, детарду мячлу. Тан сажимался халу воштаг хальчевайнца. Из-за мисквар алвитару мячу дала. Хердачуне. Этого не будет. Мисквар миловала, шейкоман, техват, двинал херду. Вот. Как избежать? Избежать можно очень просто. Учитесь, женитесь, размножайтесь, живите. Живите, несмотря ни на что. Делайте все, чтобы прославить свой народ. Не только по факту войны. Вот. Не надо воин-то вам бацаюсь, сажем собордаешь. Сашиба шадали тиш, сад вам целокш. Майя дайтиш, шашнохши. يا تركش معايا ديت يا عرباش معايا ديت يا كردش معايا ديت يا غاسقش معايا ديت عاد عايش عجيم دي بيش داخيش خز عايش провокация поддаваться цедяш массу хуман бяхки цедяш айдал бяхки дяш кривек бяхки вяш просто постарайтесь пожить. Сделайте так, чтобы ваши дети никогда не были рабами. Они не будут рабами, если вы им дадите достойное образование. Дайте им достойное образование, а иначе завтра ваши дети станут рабами. Они будут работать на тех, кто им платит. Не допустите этого. Кровь из носа, сделайте все, что угодно. Я и себя не исключаю. Если надо, почку продайте, но дайте образование своим детям. Вы дали жизнь этим детям. Вы обязаны дать образование этим людям. Дайте образование, поставьте их на ноги. Не оставляйте, не бросайте детей. Не оставляйте их интернету. Не оставляйте их телевизору. А иначе вы больше пожалеете на старости лет, что их вообще появились у вас дети. Есть очень тяжелые моменты в жизни после того, как человек станет наркоманом или станет атеистом, вернуть его в нормальную жизнь, это невозможно фактически. Это очень сложно. Поэтому в первую очередь думайте, что не хватает того, чтобы просто создать жизнь, родить ребенка. Постарайтесь дать ему достойное образование. Неважно, как он воспользуется им. Может воспользоваться сразу, может на старости лет. Понимаете? Поэтому дешь. Поверьте, нормальный мир, кто бы это, где бы это ни был, всегда во всем мире нужны образованные люди. Понты, купленные дипломы, пустые разговоры, кнопочные диванные войска, они никому не нужны. Это просто болтуны, нарнийские, балаболы. Да, эта биомасса будет жить всегда. Без образования, без ничего, но они больше принесут вреда, нежели чем пользы. Уникальные люди, особенно среди нашего народа, это ничего не стоит. Почему? Потому что в любом случае уникальность заключается в том, что мы можем и в спортивном поприще, и в образовании показать лучшие результаты, достойные результаты, которыми мы будем гордиться. А если мы все оставим, тогда у нас будут большие проблемы. Может быть, это мы пока не осознаем, но завтра, послезавтра, когда мы столкнемся с этими проблемами, я иду, что слишком поздно это все осознали.
Вот. Поэтому постарайтесь, я всегда привожу, один пример. Если обычно люди же начинают все сводить к религии, наша религия, ислам, самая лучшая религия в мире. В нем нету ни одного слова, которое бы запрещало получать образование. Нету такого. Наоборот, таки ислам призывает. Во время самого рассвета ислама, вы знаете, физика, философия, химия, биология, математика, алгебра. Все эти науки во время рассвета ислама внесены в мир и даны миру всему, непосредственно исламом. А сегодня в нашем понимании, в понимании нашей молодежи, ислам — это когда ты должен пойти, одеть взрывчатку и взорваться. Или взять автомат и стрелять. Это не прославление ислама. Это не прославление ислама. Ислам прославлять нужно своими достижениями в науке, показывая, насколько воспитаны мусульмане. Не только воинственность должны мусульмане показывать, образованность должны показывать. Мы должны прославлять ислам, если говорить с точки зрения религии, таким образом. Если мы говорим с точки зрения национальности, опять же мы возвращаемся к тому, как воинствующий и умеющий воевать народ, мы себя уже достаточно показали. И доказываем последние 100, 200, 300, 400, 500 лет. Не суть. Пускай это будет даже 200 лет показывать. Мы это показали. Об этом написали. Хорошо ли, плохо ли, это все сделали мы. Но сегодня пора жить иначе. Давайте жить немножко по-другому. Мы показали, что мы умеем строить. Мы построили. Давайте делать что-то новое, инновации вводить. Сделаем жемчужиной Кавказа нашу родину. Снова же, абстрагируясь от этих политических партий и так далее и тому подобное. Я знаю, что вы начнете про политику Вольф 82.16. А я здесь хагуш тухай. Хинцам досони хагуш. Стремление. Пример, с которого я снова и говорю. Снова и снова я хочу повториться. Германия, Япония — одна из самых Борс, Возмолен, одни из самых лучших государств, экономически развитых государств. Одни из самых лучших. И они самые воинствующие два народа. В мире самые воинствующие два народа заслуженно имеется в виду. Не так, потому что есть ядерное оружие, там сдалека бросил бомбу, бах, все, закончил. Именно как воины они себя показали. И японцы, и немцы. Так вот, и японцы, и немцы были разгромлены. Не из-за их трусости, не из-за чего. Но эти люди, осознав мощь и силу своего ума, смогли восстановиться и опередить многие другие государства и быть в лидерах мировой экономики. Достойно и честно. Я не говорю про экономику США. Это уже совсем другое. Это просто начать войну, чтобы выкачивать оттуда ресурсы, там, транснациональные компании. Мне американская политика не сильно нравится. Честно скажу.
Понимаете? А вот немцы и японцы сделали великолепно. Они дали образование своим детям. Они кровь из носа, все, оставили все, отказались от всего. И они трудоголики показали. Они показали всему миру, что возможно головой завоевать мир. Остальное со временем уже, как говорится, догоняет. Вот. Я понимаю, что есть минусы. Я не говорю, я не идеализирую именно. Нельзя идеализировать никого в этом мире, кроме Всевышнего. Поэтому задумайтесь, какое будущее вы хотите своим детям. Мы можем часами говорить, мы можем спорить там, рассказывать о чем угодно, о границах, о всем остальном. Но мы можем победить чеченофобов, всех остальных. Не потому, что мы станем мягкими, добрыми. Далуаешься. Нет, не за счет этого. Холодный расчет и мозги. Все. Нохчу. Европа, Китай, Индия, разницы нету. Вы живите где хотите, сколько хотите, но стройте дома, возрождайте свою родину, откладывайте, возите детей летом, если есть возможность, домой. Понимаете? Вот о чем я говорю. Başlam tasviri хул чёрт тибетеки хин свой историю бяхияш книги азяш ду бах и чёрт сунахля цуэрдара. Ты про красный горшок говоришь? Мы уже о нем говорим 3 года. Не алчма. Олил. Есть предложение. Все те хотят умереть во имя всех. Надо их собирать чартаном рейсами, возить горячие точки и укидываться в парашют. Да. Как-то так, господа мои хорошие. Я сейчас зашел, вот буквально пока перезагружал. Но еще раз просто убедился. И в рейтинге стоят те, кто на первом месте, кто в эфире. То есть я вышел, там показывают рейтинг. Я смотрю, 2 человека в эфире. Зашел там какая-то Патя. Она сидит вот так, в носу ковыряется, глаз трогает вот так. И у нее 300 человек. Она лежит на диване, и ее 300 человек там в любви, сердечки, тут суд пыхтел. До чего мы дожили? И разницы нету. Тут суть войнах чуяцем, кренгелабас. Мы готовы сидеть с такими людьми, себя позорить просто-напросто. Так и хотела сказать, вытащи палец, а то мозги поцарапаешь. В прямом эфире сидят и все. 300, 400, 500 человек. А чтобы мне затащить 500 человек, или когда мы говорим на какие-то важные темы, надо с кем-нибудь явно рамсить, или что-то должен очень пафосный человек зайти, чтобы собрать здесь несколько тысяч человек. Вот о чем я говорю. Это немножко, конечно, тяжело. Это тяжело, это я не могу понять. И самое интересное, что самое обидное, если мы зайдем, начнем смотреть среди этих 200 или 300 человек, смотреть вполне возможно, что мы там найдем своих близких, знакомых и так далее и тому подобное, которые будут сидеть, и им это важнее. То есть то, что мы говорим, касаемо традиций, географии, истории, оно не интересно. Интересно то, о чем там можно сидеть, ковыряясь в носу или ковыряясь там в глазу, или, не знаю, делая майкап или, не знаю, как это называется, или маникюр, педикюр делая, можно 1000 человек посадить.
Я, честно сказать, не знаю, насколько должен быть атрофированный мозг, чтобы такие вещи делать. Редкий случай мы видим людей, которым можно предложить сказать: послушай, ну зайди вот в эфир, там мы же говорим, интересно бывает. А что Ильич там? Не уходите, послушайте, предложите сами какую-нибудь тему. Может, это реально важно для нашего народа. Я не знаю, честно вам скажу. Немножко странно. Ты должен крайне радикальным быть каким-то, я не знаю, как ультрасом каким-нибудь, этим религиозным деятелем, который говорит: арди, вожди, ты или таким должен быть, или фриком должен быть каким-то. Блин, нельзя быть простым человеком, который ты просто можешь сесть, поговорить с человеком. Столько проблем у наших. У нас огромные семьи, по 7, по 8 детей. 10 детей. Если эта мама не будет давать эту информацию, которую нужно до этих детей, они вырастут на этих BTS, BPS, я не знаю, как угодно. Эти феминистические группы, эти нездоровые всякие, я не знаю, я вообще говорю, это разницы нету. Тут не идет речь только о Европе или там о России или Чечне. Такие, я, честно сказать, немножко непонятная тема. И ты когда начинаешь говорить, и люди: а к чему ты это говоришь, а что он хочет от кого-то там, задают, начинают вопросы, не знаю, какие должны быть интересы. Мне многие говорят, директ заходит и говорит: Бушан, цанцани, доуда, канца, хай, пирюн, да, прибегут тебе. Знаете, ради чего-то я не собираюсь там делать что-то такое из ряда выходящего. Но мы будем стараться, будем интересно. Я уже, честно, вот я просто проверяю, закидываю, что же людям интересно, какие ролики. Закидываешь историю, причем хорошие моменты исторические про наш народ. 50, 60, 100 лайков, еле-еле. Закидываешь, я не знаю, любой прикол. Ну, буквально в течение часа можно собрать 2000, 3000 лайков, огромное количество комментариев. Ты думаешь, что же сделать, как же это преподнести, это, ну, как людям объяснить, что важное заключается в другом. Наша жизнь – это клубок испытаний, которые даны Всевышним Аллахом. И невозможно их пройти, не имея в голове, я не знаю, извилин, я не знаю, хотя бы пару извилин. Я не говорю, что их нету. Есть у каждого. Возможно, извилины-то есть и у обезьяны в голове. Но какой-то рациональный подход к жизни должен быть. Сидеть всю жизнь на шее матери, отца, это тоже не вариант. Это страшные вещи, конечно. Может быть, я более утрированно там рассказываю это. Но что делать? Как все это решать? Так, я не говорю, что все должны быть там гениями, вундеркиндами. Нет. Есть распределение времени, рациональное распределение времени. Уделить какое-то время для своих детей на воспитание, для того, чтобы поговорить. По крайней мере, да, ажал хонох чивон, хок тайпанон, хок кахаламбон, и так далее и тому подобное. Надо вот стремление к нему, понимаете. Вот. От этого зависит, как ты заинтересуешь их в любви к своей истории и к своему народу.
Если ты не заинтересуешь своих детей любви к истории, к своей родине, к горам, я не знаю, к чему угодно, им это будет неинтересно. Это дети 21 века. Порой я знаю, что даже здесь сидящие вроде бы взрослые, адекватные люди, когда ты занимаешься анализом, они не хотят их понимать, они не хотят это слушать. Но человек не может даже понять разницу между татаро-монголами и монголо-татарами. Понимаете? Не может понять. Не может понять между Тухумом, Эхкой и Тейпом, Лам Эхкой. Понять не может. Даже не то, что там дети, а элементарно взрослые не могут понять. Многие вообще настолько глупые, что не понимают, что Нохчи – это Кам, и он намного древнее, чем появившийся в 19 веке Нахшмахвар. Поэтому задумайтесь над этим. Нужно знать это, нужно понимать это. Завтра рано я не выйду в эфир. В 10 зашел, а сегодня это было бесполезно. Поэтому завтра мы с вами увидимся. Возможно, в часов 11 это все посмотрим. Постараемся пообщаться, поговорить. Огромное спасибо. Если у кого-то будут вопросы, пишите в директ, обязательно отпишу. Я отвечу. Всем огромная благодарность. Распространяйте наше видео, приглашайте побольше братьев, сестер на наш канал. Донат пятина, Костагор, Аллах да Сайоршу, да Доршу. Чуть-чуть как наберется, мы обязательно поедем в следующую экспедицию куда-нибудь. Постараюсь вам еще больше показать нашу родину, еще больше показать интересного. По крайней мере, сегдушты гастиду. Что касается истории, задумайтесь. Мы должны о будущем думать, а не о том, что там сесть, просто мгновение получить какое-то удовольствие ради частного словца. Это не прокатит. Иначе мы будем погибать через каждые 50 лет и губить свой народ. Хайо сюйлю чунте ахуттырду, хайо хири чунте ахуттырду, любой иша канте ахуттырду, нохчи камлар садеш. Нохчи бусул буваш, нохчи вош кылчак квалвиес. Шон хиллаи, вай хилла ищуй. Шон цалаи,